Последние дни жители Ингушетии столкнулись с немалыми трудностями из-за проливных дождей, которые вызвали наводнение в ряде населенных пунктов региона. Последствия стихии уже решаются, но одна беда сменила другую. Стоило на улице немного потеплеть, как на дорогах республики вновь прокатилась волна серьезных ДТП. Только за последние трое суток произошло 3 аварии, где не обошлось без пострадавших. Одна из таких аварий произошла 9 мая на федеральной автодороге Кавказ в районе села Барсуки. Водитель внедорожника Toyota не справился с управлением и врезался в девятку, идущую навстречу. После удара хозяин легковушки был с травмами доставлен в Назранскую ИРКБ. А это видео первых минут после ДТП, которое произошло на все той же федеральной трассе и в тот же день, только уже ближе к 10 часам вечера. Водитель Приоры выехал с обочины и врезался в грузовой автомобиль «Газель». Очевидцы аварии быстро доставили пострадавшего в республиканскую больницу. С тех пор, как ввели режим самоизоляции, обстановка на дорогах оставляет желать лучшего, сетуют госавтоинспекторы. Режим самоизоляции введен для того, чтобы мы выходили из своих домов по острой необходимости. И водители, которые выезжают из домов, должны строго соблюдать правила дорожного движения. Отсутствие транспортных средств и расчет на то, что транспортное средство не появится, это нужно убирать из своего сознания и понимать о том, что такие же люди выезжают по таким же вопросам из домов и могут появиться также на проезжей части и пешие наши граждане, и водители. В результате аварий на дорогах нашей республики не обошлось и без летальных исходов. Достаточно вспомнить трагедию, которая недавно произошла в Малгобеке. На большой скорости столкнулись две легковушки, и от полученных травм водитель и двое его детей, 10 и 13 лет, скончались на месте. Этот случай еще один повод задуматься о безопасности на дороге, подчеркивают сотрудники ГИБДД. Водители, которые являются причинами того, что, к сожалению, у нас гибнут и калечатся люди, они не в полном, наверное, смогут понять, насколько это потерять и покалечить своего родного человека, но, к сожалению, и не призывает даже себя самого к исправлению и соблюдению правил дорожного движения. У нас есть ряд водителей, которые после совершения одного ДТП, где, к сожалению, гибли люди, совершали их еще неоднократно. Строгое соблюдение ПДД, уважение к остальным участникам дорожного движения поможет избежать ошибки, которые приводят к трагедии. Сейчас и без того много угроз для здоровья человека, и усугублять сложившуюся ситуацию – это верх безответственности прежде всего по отношению к себе. Михаил Тангиев, Магомед Аскиев, Новости 24.